Эй-хей-хей! Приключения зовут. Давай Хочется побыстрее просто пойти и смыть. Фу! Ну и куда мы приехали? Не знаю, по навигатору. Но меня, если честно, не впечатляет пока. Меня тоже. Что, едем дальше? Мы направлялись в ту часть Крыма, которая не очень популярна среди местных и туристов. Караларский природный парк, или как его еще называют, Генеральские пляжи. Положившись на навигатор, мы, конечно же, завернули не туда и оказались недалеко от интересного объекта, который мог изменить судьбу Крыма, и решили заехать. Крымская атомная электростанция. Строительство было начато в 1975 году. Она должна была обеспечить весь Крым электроэнергией, но строительство было приостановлено из-за Чернобыльской катастрофы. Да и вообще, иметь в Крыму, геологически нестабильном регионе, атомную станцию, ну, такое себе удовольствие, если честно. Кстати, ядерное топливо уже было завезено, но не использовалось. Вообще, мы приехали сюда, чтобы посмотреть, что там внутри. Но здесь идет демонтаж, вышли 4 дяденьки и говорят: иди своей дорогой, сталкер. Еще ксивой тычат и 500 тысяч штраф. Но я встал же в 5 утра. Так что или сейчас, или мы туда никогда не попадем. Поехали. Обляким? Не, Скиндер, у меня 2 детей, 500 тысяч штраф. Ну, так себе идея. Обляким! Пошли! Давай поближе попробуем подойти. Здесь пока за кустов не видно. Слушай, у тебя же коптер с собой. Давай попробуем запустить. Об АЭС много интересных фактов. Отметим некоторые из них. Крымская АЭС была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире атомный реактор. С 1995 по 1999 год в машинном зале проводились дискотеки фестиваля «Республика Казантип» прямо в турбинном отделении. Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». Выглядело это примерно так. Есть и положительные моменты в этой истории. Именно благодаря строительству станции образовался город Щелкино. К нему мы вернемся позднее. Что же в итоге случилось с АЭС? Все ценное, что можно было продать, продали. Слышал легенду, что благодаря стройматериалам с этой АЭС построен не один дом. Даже у меня забор из этих блоков. На сегодняшний день здание энергоблока ждет полного демонтажа. Щелкинские яблоки. Спонсор вашего ядерного настроения. Ох, елки-палки. Реально ядерный. Вот гуляя здесь около 3 часов, и масштабы просто впечатляют. Сколько сил, сколько ресурсов сюда вложено. Но у нас все как обычно. По тропе мы вышли к зданию, в котором когда-то жизнь била ключом. А сейчас...
помещение, просто заглянул вовнутрь. Для фильмов ужасов подойдет отлично. Авляким, поехали отсюда. О, вот это жуть я нагнал. Лучше давай покажем город, которого не существовало бы без начала строительства электростанции. Щелкино является самым молодым городом республики. С 1978 по 1989 годы развивался как важный центр атомной промышленности. Но после признания участка стройки геологически нестабильным, началась развиваться туристическая сфера. Щелкино является единственным городом Крыма, где улицы не имеют названий, а имеются лишь номера домов. Для более полной картины мы решили пообщаться с местными жителями. Очень интересно узнать, как и когда они сюда попали. Здравствуйте, можно вам задать парочку вопросов? Добрый день, да. Как давно вы тут проживаете, как вы вообще попали сюда? С 83-го года я здесь. СССР был. Комсомольская молодежная стройка. Заливали фундамент второго машинного зала. Как Чернобыль взорвался, и нашу строечку прикрыли. Вы вообще не жалеете, что переехали сюда? Вам нравится здесь? Нет, я не жалею. Мне здесь вообще нравится. И детям нравится, и внуки приезжают. Рукой подать до моря, ё-моё, там. В Щелкино попала, я приехала с Оренбурга. Я там жила. Приехала к брату. Вот, ну, сбежала от мужа. Тиран. Правозащитники зеленых. И собрались, и они восстали против нашей здесь строящейся атомной. Атомная уже почти готова была сдача. Шли исследования почвы, были ученые с Америки, с Японии. Оказалось, что этот реактор стоит на разломе двух земных плит, которые плиты, одна плита поднимается с годами там на сантиметр, а другая опускается на разломе двух земных плит. Ученые пришли к выводу, что надо закрывать. Классно в Щелкино, но нужно выезжать дальше, иначе мы так и не попадем в край тысячи бухт. Авляким, ты чувствуешь этот прекрасный запах красоты? Великолепный запах сероводорода. На самом деле, не очень приятно пахнет. Ой, ну наконец-то доехали. Смотри, Авляким, территория белых, территория черных. Куда мы пойдем? Конечно же, к черным. Поехали. Озеро Чохрах – самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине. В формировании грязи этого озера участвуют соль и рапа, а также сероводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне озера. Даже есть источник питьевой минеральной воды. Кстати, Чохрах в переводе с крымско-татарского означает «родник». Я слышал, что эти грязи очень полезные. Если честно, ни разу не пробовал их кушать, но вы очень красиво выглядите. Мы тоже хотим так же. Я нашел информацию в Википедии. Тут написано, что рапа и грязь полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией и заболеваний нервной системы. Вот последнее мне, конечно, помогло бы. Давай я, может, попробую все-таки. Может, не надо вонять в машине? Ну, давай, столько ехали. Зря, что ли? Нервы шалят. Надо попробовать, Авляким. Багышларсын. В общем, с Авлякимом нашли компромисс. Хотя бы руки я измажу в грязи. Будем пробовать. Запах, если честно, как будто я в курятник зашел, реально. Черный, наконец-то. Я мечтал быть черным, говорят.
Ой, я чувствую, как успокаивает. Вот. А мне нравится. Прикольно. Главное, чтобы Анашка не видела. По ощущениям нормально, но запах... Интересно, как долго он будет выветриваться потом. Да. Класс. О, я ощущаю силу земли. Слушай, а если я брюки испачкаю, у меня сменной нету. Так, руки-то я намазал. Что дальше делать? Нужно идти на сторону белых. Ну, поехали. А классно быть взрослым. В детстве мне, допустим, не разрешали не мазаться грязью. Я вообще был послушным. А сейчас вот вырос. Давай обнимемся, Блики. Если честно, я в такие чудеса вообще не верю. Но люди вот приезжают издалека за 1000 километров, чтобы обмазать свое тело полностью грязью. И получают, я не знаю, какой-то кайф или эффект плацебо. Но мне вот хочется побыстрее просто пойти и смыть. Какой прекрасный аромат. Просто закажу себе духи. Я уехал. Азовское море, смой с меня грязь. В общем, сюда мы добирались около часа по ужасной грунтовой дороге. Мои впечатления, довольно-таки забавно наблюдать за людьми, которые измазывают себя с ног до головы грязью. И 2 часа, проведенные здесь, я наблюдал такую картину. Люди приезжают, мажутся грязью, уезжают. Приезжают, мажутся грязью и уезжают. Оказывается, довольно популярное место. Воняет. Тем временем солнце намекает, что нам нужно двигаться дальше, иначе мы рискуем задержаться здесь. Не хотелось бы остаться ночью посреди незнакомой степи. Несколько слов о здешних дорогах. Хотя, зачем слова, если можно показать? Вот здесь я уже прокручивал в голове, как я буду идти 7 километров пешком до нужной бухты. Но с 4-й попытки мы заехали. Карларский парк расположен на крайнем севере Керченского полуострова. Омывается Азовским морем. Красиво, да? А теперь представьте, что во времена Советского Союза здесь был организован военный полигон по проведению воздушных ядерных испытаний. Благо, в 1972 году полигон закрыли, захоронив глубоко под землей остатки оборудования и техники, образовав ядерный могильник площадью 300 гектар. Ну что, грязью оздоровились? Самое время заняться теренкуром. Только не говорите, что не знаете, что такое теренкур. Ладно, я сам недавно прочитал. Теренкур в переводе на русский означает лечение пейзажами. Первым такую методику предложил Макс Эртель в 1885 году. Кстати, различные пейзажи имеют различное эмоциональное воздействие на пациента. Так что, если вы ходите на улице и у вас кто-то спросит, чем вы занимаетесь, можете смело отвечать: я занимаюсь теренкуром, у меня терапия. Подожди. Сначала немного информации об этих местах, а невероятная красота чуть позже. Я был удивлен, когда узнал, что по всему побережью Карларского парка раскидано множество античных поселений. Поселения с такими названиями, как Куль-Тепе, Сюртаж. Сейчас они выглядят так. Неизвестно, как они выглядели раньше, это груда камней, но есть одно место. Вот спускаюсь в эту бухту и чувствую себя исследователем древней цивилизации. Эй-хей-хей! Приключения зовут.
Подожди, эти ворота должны быть закрыты. Мне кажется, за ними скрыта какая-то тайна. Мы должны попасть туда. Фу, здесь туалет устроили. О, мне кажется, я понял, кто здесь проживал. Смотри. Это же Homo dоширакус. И кажется, они нам оставили послание. Город в трясине. Возможно, это инструкция к этому приспособлению. Не знаю, что это за приспособление. Ну ладно, пойдем дальше исследовать. Если серьезно, очень необычное и загадочное место. Вот как иначе объяснить, что посреди безлюдного пляжа стоит холодильник? Интересно, там есть мороженое? Ах, какой звук! Мне даже больше нравится, чем хруст снега. О, райское наслаждение. Не видел я еще таких пляжей. Я видел, конечно, где ракушка с песком перемешана, но именно чтобы полностью ракушечный, уникально. Эти места часто называют генеральскими пляжами. И сейчас объясню почему. Так как здесь располагался аэродром, пляжи использовались не местным населением, а офицерами советской армии. Одну из бухт, расположенные в ней пляжи, до сих пор называют генеральскими. Отсюда и второе название Караларского парка. Знаешь, у меня такое впечатление, что на этой небольшой территории собрано все многообразие мира. Сначала мы приехали в степь, потом оказались на ракушечном пляже, а сейчас какие-то каменные джунгли. О, кстати, лиса бежит. Нет, но это место не перестает удивлять. То посреди пляжа холодильник, то посреди поля тандыр какой-то. Или что это, я не знаю. Надеюсь, здесь не ведьм сжигали. Знаете, что мне понравилось? Здесь мало людей. Практически их нет. И ты можешь наслаждаться всем этим в одиночестве. Никто не ходит перед тобой, вот эти истории не снимает. Ни у кого музыка не играет. Просто ты и природа. Ты познаешь природу и познаешь себя. Но есть один недостаток. Комары. Как я их люблю. А сейчас наслаждаемся. Алло. Алейкум селям. Извините, я сейчас не могу говорить, я на терапии.
Перезвоните потом, пожалуйста. Невероятно. Я действительно нахожусь в Крыму. Сижу здесь, и меня просто переполняют эмоции. Ощущать это, видеть запах моря, ветер, закат. Через камеру, к сожалению, этого не передашь. Так что тяжелая дорога, стоит этого, приезжайте. Я в восторге.